Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашукі. В гэтым сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамовы мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І тое, што адбываецца самае такое надзённае, мы сёння абмяркуем з маім суразмоўцам, ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Добрый дзень, спадар Ягор. Добрый дзень. Спадар Егор, ну, я думаю, такая да гэтага часу актуальная тэма гэтага так званага дэкрэта нумар 2, які назва якого гучыць аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу, так пагрозліва гучыць. І распісана там нібыта вот так вот все по палічках раскладзенае, што трэба рабіць у тым выпадку, калі мы застанемся у выніку нейкіх гвалтоўных дзеянняў без самого Александра Лукашэнкі. Але ці сапраўды па палічках усё там распісана, вось сама гэтая працэс і працэдура, вот што рабіць далей? Ну, конечно. Давайте может быть, з самага пачатку. Вот гэта выніку гвалтоўных дзеянняў смерць, гвалтоўнасць і смерць. Вот наколькі відавочна одно вытекае, вот можа быть это? Ну, там сначала идет преамбула покушения, акта терроризма и потом иных действий насильственного характера. Самоубийство – это тоже иное действие насильственного характера, если на то пошло. Документ на самом деле, конечно, очень сырой. Это не инструкция, и даже как законодательный акт на самом деле очень слабый. И понять, это был просто пропагандистский пшик или реально какие-то серьезные действия, которые планируются вот на такой случай прорабатывать, можно будет понять, будет ли доработка законодательства. Ну, в частности, по военному чрезвычайному положению. Возможно, в законе президента еще какие-то изменения будут. Если этого не будет в ближайшую сессию, то, ну, это просто, так скажем, какая-то пропагандистская фишка была. Спадар Егор, можно я пераб'ю? Вот само вот это пропагандистский пшик, але вот якога прапагандысцкага эффекту, як вы лічыце, можно добиться гэтым дэкрэтам? Ну, смотрите, первое, это неделю уже об этом говорят. То есть, как минимум, заняли неделю повестку дня всех политологов, экспертов, причем не только наших, там пошли бла-бла-бла, передачи власти, транзите власти, какие-то формы изменения Конституции под совбезы. Ну, вы сами видели, какой вал пошел просто информации. На самом деле, лишней информации. Не нужно даже это сейчас обсуждать, смысла никакого, я, честно говоря, не вижу. Второй эффект, скорее всего, что наиболее реальный, это прозондировать почву вертикали власти. То есть, будут ли какие-то шарахания вот насчет... Ну, раньше ж никогда никто не думал о смерти Лукашенко. Для многих его адептов это до сих пор блокировка какая-то в голове. Они реально считают, что это всегда будет. Да? Вечный. То есть, как малые дети считают, что родитель будет всегда, вот так и они считают, что он вечный. А тут хобана, оказывается, он может умереть. И начинаются шатания всякие. Вот. Это рядовых касается. Что касается приближенных, ну, тут тоже проверка на вшивость может быть. Да. Вдруг какие-то начнутся поползновения, там, сговор какой-то делать. Ведь показывает опыт всех этих диктаторских режимов, что законы никакие не работают. Ни декреты, ни прочее. Всегда формируется все по сговору. Если, как у нас на Совет Безопасности, ну, тут можно как бы сразу неочевидные люди, какие возникают. Это, в первую очередь, судэксперт, который установит смерть, причину ее. Ну, и следователь, соответственно. Да, то есть мы вот зараз говорим нават про такую, не про такую видовочную ситуацию, як стрэл там снайпера, да, и вот оно все видовочно. А раптом помирает человек, там Башаров проезжал с Петровым праз Беларусь. Тут целый ряд неопределенностей, то есть причина смерти. Если какая-то группа захочет вот удержать власть, допустим, он умер сам, просто инфаркт. Берешь, просто подходишь к лечкомиссии, там сейчас устанавливаешь друзей в лечкомиссии, ну, я условно говорю, лечкомиссия, как она правильно называется, уже не помню, и судмедэксперта, которые говорят, ну, да, наверное, есть сомнение, что смерть естественна, надо проводить расследование. Ага, давайте мы ее считаем первоначально насильственной, включается пропаганда, если у тебя СМИ под рукой, и начинается вот это вот введение декрета. Все, то есть решение совбеза и так далее. Вот. И обратная сторона. Если вдруг будет действительно насильственная смерть, но кто-то будет не стремиться, так скажем, к ведению вот этого вот декрета, то же самое. Ну, да, умер сам как-то, да. Застрелили, ну, может, сам застрелился, там, отравился, кто ж его знает. Чакайте, але вот там же ж прописано нібыта так. Вось яна ёсць смерть,
імгненна нібыта збіраецца Савет бяспекі і на першым сваім пасяджэнні прызначае выборы. Смотрите, нет, не выборы. Там о выборах речи вообще нет. Вот это третья часть политическая, но чуть позже о ней тогда скажем. Там суть в чем? Два пункта, которые вступают незамедлительно. Это незамедлительное введение чрезвычайного либо военного положения в установленном порядке. Это самое важное в этом формулировке. И вторая, что все государственные органы действуют, тоже интересное слово, не подчиняются, не прочее, а действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности. Значит, касательно установленного порядка введения чрезвычайного военного положения. Вводится оно указом президента. Это установленный порядок. Более того, в трехдневный срок оно вносится в Совет Республики, который может большинством голосов отклонить. То есть вы можете вводить незамедлительно, но понятно, что сейчас это карманный орган Лукашенко, этот Совет Республики, а кто его знает, когда он помрет, условно говоря, что будет. Вот. Это тоже как бы такой способ для манипуляции игр политических, я имею в виду в части сговоров, да, то есть не только силовики будут задействованы, но, вот говорю, и медики, и военные, там, и МВД, и следственный, и судэкспертиз, и Совет Республики, то есть многофакторная такая задачка, если хочешь взять власть, так скажем. Не прямым юридическим путем, я имею в виду. Вот, значит, то есть может быть отклонен. Вводит все равно, получается, премьер-министр, который на факт смерти будет, соответственно, наделен полномочиями президента. В отповедности с Конституцией. Да, и вот тут возникает нюанс, что на самом деле законодательство о чрезвычайном военном положении, в принципе, весь декрет остальной, вот эти меры и прочее, это все просто выдержки с законов о чрезвычайном военном положении. Там ничего нового нету. Единственное, что, да, обязательность решения Совета Безопасности для госорганов. Тут небольшой вопрос есть, что они считают под госорганами. Либо это госорганы управления, то есть совмины, подчиненные и так далее, либо госорганы. К госорганам у нас относится и парламент. Что парламент будет подчиняться Совету Безопасности, ну, как-то так не совсем понятно, честно говоря. Вот, то есть дальше это просто идет набор выдержек с законов вот этих вот. Поэтому я говорю, документ это просто вот, ну, какая-то очень сырая ерунда. Хорошо, если это просто затравка для действий, так скажем. И, кстати, вот это вот документ, его сырость показывает, что у нас действительно Совбез не способен оперативно реагировать на системные вызовы и угрозы. То есть 2 недели было на разработку после заявления Лукашенко. Может, они до этого еще месяц работали, никто ж не знает на самом деле. Вот. Показал, что на выходе вот такая вот, ну, не знаю, там, студенту 2-го курса юрфака может написать такое, от нечего делать. Вот. Получается, дальше. Если вводится чрезвычайно военное положение, там есть свои основания. Военное положение – это правовой режим, этот вводится для устранения военной угрозы, либо отражения нападения. Моделируем ситуацию. Допустим, россияне засылают к нам вагнеровцев, которые убили Лукашенко. Да, в законе военного положения засылка регулярных сил тоже относится, от имени государства тоже относится к нападению. То есть можно формально. Но ты пойди докажи, что это как бы вагнеровцы сами сделали, или просто можно наемного убийцу, как в фильмах показывают, да, нанять. Это не от имени государства, и это не нападение государства. Если бы, допустим, стояли войска на границе и убрали президента, можно было бы, да, что это сосредоточение войск, которое прямая угроза и так далее. То есть с военным положением здесь вообще очень сложно понять. Это надо, получается, захватить эту группу, доказать, что эта группа относится, действительно действует от имени государства. И тут следующий вопрос возникает. Помимо введения военного положения, основания, допустим, есть нападение, есть же основания, по которым оно, соответственно, упраздняется. И это устранение, соответственно, военной угрозы или отражение нападения. Так вот, что здесь будет устранение военной угрозы? Это просто захват этой группы, либо ликвидация, не знаю, руководства там той страны, которая отправила. То есть очень непонятно. Если с отражением нападения понятно, мы войска отодвинули, допустим, да, то как быть здесь? Если задача была просто убить одно лицо, одного президента, а не захватить страну, например, прямую, то как здесь устранить эти обстоятельства? Как понять, что они устранены? Непонятно. Чрезвычайно, в принципе, схожая тема. Там вводится, ну, помимо стихийных, в случае беспорядков, которые угрожают там насилию и так далее. Формально здесь можно, да, завязать вот эту смерть президента и тоже, что но с другой стороны, хорошо, если его убьет телохранитель какой-нибудь, или просто одиночка, вот, не знаю, родственник обиженный, который вот погиб сейчас в результате его действий, вот убьет его просто из мести. Ну, что это, считать какой-то актом терроризма? Нет, это обычное уголовное преступление, на бытовой почве, если так есть, да, несмотря на то, что против высшего должностного лица. И опять же, что здесь считать вот этим, так скажем, устранением обстоятельств?
Тоже непонятно совсем. То есть, если законодательство будет недоработано вот по всем этим частям, да, то это будет говорить, что это просто вот, ну, ерунда. Какая-то ерунда, которую вот захотела, что-то там брякнули, не подумавши, может, вот так и сделали. Если будет системная работа в этом, ну, тогда, наверное, да, действительно принялись. Но тогда возникает еще более интересный вопрос. Вот опять же, критики системности работы нашего доблестного Совета Безопасности, его нового главы. Они рассматривают смерть. Соответственно, у нас, вот вы правильно название заметили, что там о защите конституционного строя. Смерть президента никак не угрожает конституционному строю. Там все прописано. Переходит полномочия премьеру, а дальше все, он глава там, вооруженных сил и так далее. То есть все работает, все прописано. Есть у нас одна большая зияющая дыра и в Конституции, и в законе о президенте, которую действительно вот надо было бы устранять. Это случай, когда президент не убит, то есть его должность вакантна у нас становится по 4 основаниям по законодательству. Это, собственно, отставка, это отстранение вследствие стойкой неспособности по состоянию здоровья работать, это смещение из-за госизменения тяжкого преступления и смерть. Но отсутствует такой фактор, как удержание его в заложниках. Условно говоря, та группа не убивает, а захватывает. И он формально по всем основаниям и по Конституции, по всем остается президентом. Все обязаны выполнять его указания. Условно говоря, он скажет, вооруженные силы мобилизуем, и давайте воевать против пингвинов в Антарктике. Они должны подняться и все успешно уехать туда. Вот, то есть, и это как бы не выглядело это, ну, смешно и парадоксально, а так и есть. То есть вы можете представить к ему к голове, к виску, условно говоря, пистолет, либо там химсредствами какими-то накачать, там, какими надо, да, психологических способов обработки вагон. И все его решения государство должны, все госорганы должны выполнять. Вот это у нас самая зияющая дыра. И более того, вы же вспомните вот этих сценаристов, которые писали там про покушение на Лукашенко, да? Там фигурировал, по сути, что-то подобное, погреб. То есть, условно говоря, вот заключив его в погреб, и чтобы он издавал какие-то команды нужные, или даже просто не издавал, черт с ним, он просто отсутствует. Все равно получается, что все его должно выполнять, либо государство должно работать без него, но без назначения высшего должностного лица. То есть премьер остается премьером, он не имеет полномочий президента. То есть формально, если бы вот эти Совет Безопасности озаботился действительно безопасностью, что у нас будет, если первое лицо то-то, то-то, то-то с ним случится, тогда вот этот пункт обязательно должен быть. Его нет. А он сценаристами нарабатывался, я же говорю, то есть всем показали эти чудо-фильмы про покушение, да. Это говорит о том, что это просто был сырой документ на заявление Лукашенко, условно говоря. На эпохальность этот документ и близко, конечно, не катит, как там за 26 лет такое свершение прям таки. Вот, то есть это показывает просто, что документ скорее такой пропагандистский, и вот я говорю, дальнейшее развитие законодательства покажет. У нас сессия закрывается еще, в принципе, в июне, насколько я помню. Время есть, да, так скажем, подготовить законопроект хотя бы для внесения на первое чтение по вот этим двум основополагающим законам, где там конкретно вписать, что есть основания смерть президента, как быть там в тех случаях. Пока этого нету. Поэтому пока это такой вот политический ход. Единственное, какой еще политический нюанс есть, конечно, об этом частично и говорили, это касательно выборов, да. В военное чрезвычайное положение выборы не проводятся. В то же время по Конституции должны быть выборы президента не позднее 70 дней. То есть выборы должны быть проведены. Значит, чрезвычайное положение у нас по времени ограничено. Раз в декрете речь идет о Республике Беларусь, все введения ЧП, то это 30 дней. Но они могут продлеваться там, без ограничения количества. Военное положение вводится и прекращается только, так скажем, когда действительно угроза устранена. То есть формально эти правовые режимы запрещают деятельность политических партий, например, которые, ну, там есть формулировка, конечно, такая, деятельность которых там нарушает режим, либо которые препятствуют устранению вот этих обстоятельств, которые, ну, так скажем, способствуют развитию обстоятельств, вследствие которых введено чрезвычайное положение. Но вы понимаете, что у нас можно любую партию так привязать, какому-нибудь, значит, члена партии, который переписывался, там, сказал, а я и надо бунт, либо там еще что-то, и все. То есть фактически это означает запрет на любую политическую активность до выборов президента. Вот, это первое. То есть, и по гражданам то же самое. То есть в военном положении запрещается массовые все мероприятия. Вот эти все пункты прописаны, это не новое. Это они все прописаны в ЧП и ВП. То есть фактически можно вот эти 70 дней, условно говоря, одного кандидата какого-то себе подготовить, раскручивать его пиар, там, не знаю, того же премьер-министра, там, или сынка Лукашенко, там, кого угодно, да, пиарить. Назначить выборы, равняясь мирно, все пришли, проголосовали, других просто нет.
То есть вот это такой политический момент, который, да, вот получается, в случае, если сейчас он умрет, условно говоря, декрет заработает, то вот это основной, по сути, политический момент, то, что позволит вот этой клике, хунте, как угодно можно называть все, кто там будет в совбезе, фактически, да, назначить, даже формально не нарушая никаких законодательства, формально назначить того, кого им нужно. Фактычна гэта і вядзе можа прывесці да таго, што ну вот атрымалі Савет бяспекі, дзе пераважная большасць сілавікі, атрымалі яны раптам уладу ў свае рукі, і яны могуць рабіць усё, што заўгодна. Конечно, калі ў іх ёсць адказнасць, яны будуць усё рабіць для того, каб вот правесці там справядлівыя, дэмакратычныя і гэтак далей выборы, а не яны могуць там паміж сабой дагаварыцца, зрабіць такую Само собой. На это, по сути, вот политический расчет на это как раз и есть. То есть это просто поставить своего, отрезать всех красиво по законодательству, да, смотрите, у нас ЧП, вот закон читайте, у нас никакие там политические свободы особо, точнее, политические свободы ограничены, все нормально, чики-пуки, работаем. Будут тянуть до дедлайна, конечно, там, хоп, собрали, там, кому надо быстро по разнарядке эти подписи, или даже просто там, условно говоря, какая-нибудь там Ермошина завизирует, что все готово, там 100 тысяч собрано. Все, и один кандидат, условно говоря, приходите, голосуйте. Да, вот это, по сути, такой основной политический аспект вот этого декрета. Но это, опять же, если там будет согласие среди товарищей, как говорится, да. На что, на самом деле, после смерти Лукашенко рассчитывать, ну, вряд ли приходится. Вот. Хотя, конечно, ну, силовики, понятно, будут смотреть на того, как я говорю, кто будет им обеспечивать теплое место и пенсию. И кто, так скажем, более, ну, что ли, популярен там или так далее. То есть это не будет какое-то действие по закону, там, премьера поддерживать или еще кого-то. То есть это будут уже внутренние пертурбации. Даже в течение вот этого ЧП-ВП все равно может многое меняться. Даже именно среди них. Ну и плюс, конечно, будет и сказываться чрезвычайные военные на экономике, там, ну, то есть много факторов на самом деле. Вот. Но еще раз говорю, что введение вот этого ЧП, ВП, оно как бы незамедлительно вводится, но его может упразднить Совбез, его может, в общем-то, не вносить сам премьер-министр, который будет наделен полномочиями. Вот и все. Да тэмы вот хто забяспечыць больш цёплае месца і больш хорошую прыгожую пенсію. Не сакрэт, ну, прынамсі, шмат разоў казалі про тое, што, маўляў, вот паглядзіце ў Расіі, там сілавікоў, там і пенсіі якія, і цёплыя месцы, яны там вот як сыр у масле. Не ведаю, як зараз, але шмат казалі про тое, што фактычна ўсе сілавікі ў свой час нашы заканчивалі нейкія там военныя акадэміі ў Москве, все яны там праходзілі, як і украінскія ў свой час. Все там обросли сувязями, знаёмствамі и гэтак далей. Ці не можа быць праз іх Кремль скарыстацца ситуацией и тут же ж вот такое здарылася, вот с нашими тут братами-белорусами, давайте вот сюды до нас, мы тут агулам оборонимся от гэтых ворогов. Ну, первое, с того, что наши курсанты и слушатели бывают в России, на самом деле не означает, что они там прям обработанные такие. Это могу даже по опыту, там, скажем, общения с некоторыми товарищами сказать. То есть это совсем не означает, особенно слушатели. Если курсанты там 5 лет учатся, слушатели 2, тем более в возрасте таком нормальном, как бы это совсем не обязательно говорит о том, что это прям становятся русофилы и как бы Беларусь им по боку. Но это, конечно, фактор очень существенный, само собой. Беларусь не по боку, но пенсия там больше. Да, переходим к пенсии. Конечно, получается, в каких условиях силовики подбирались Лукашенко. Догмат лояльности. Идеологии Беларуси как таковой нет, есть только патриотизм, основанный на Второй мировой, условно говоря, а это мы вместе с Россией, правильно, Советский Союз, ну как бы, да, все. И в итоге получается пласт, ну, небольшой, но он есть существенный. Это, по сути, силовики как чоповцы. То есть им без разницы, ну, частное охранное предприятие, им без разницы, кто платит. Вот мне сидеть в РОВД, мне сидеть там, не знаю, в каком-нибудь там гипермаркете охранником, российский флаг здесь будет, белорусский, а бы была квартира, там это, съездить в какой-нибудь Египет, там, ну, единственное, что в РВД плюс еще можно кого-то попинать, условно говоря, компенсировать свои комплексы подростковые, так скажем. Вот, эта прослойка, к сожалению, есть, да, никто с ней на улучшение не работает, в плане, я имею в виду, независимости, важности и так далее. По зарплатам, конечно, сейчас чуть выровнялось лучше и по ситуации, как было там 14-15 год, но, тем не менее, конечно, российская и пенсия, и эта замануха очень существенна для таких вот без роду, без племени, как говорится, да, которые считают, что они русские со знаком качества.
они белорусы. Это действительно есть угроза. Но тут надо понимать, что как бы зачем сюда там Россию или здесь в России, когда они на своем наделе остаются, я имею в виду вот эти совбезы. Ну, условно говоря, вот у вас есть какая-то там надел земельный, да, зачем его отдавать там кому-то, если можно самому с него кормиться. Ну, тут там такой принцип работает на самом деле. Дело не в том, что там идейно мы в Россию, не в Россию. Просто тут кормиться можно самому хозяином быть, а там вроде как под кем-то надо ходить, да, есть гарантии, но есть и риски там, ну и так далее. То есть тут сложно сказать однозначно о патриотизме, реально белорусском патриотизме всех вышестоящих. Хотя декларативно они все говорят, конечно, да. Вот. Этот фактор может быть. Да, еще один политический момент этого декрета следующий, как раз вот связано с партиями. Видно вот эта реформа, которая идет, Конституция, точнее не идет, а которая озвучивает Лукашенко после встречи с Путиным либо накануне, да, вот это партийная, это чисто российская тема, введение партии. Да, зараз же разглядається законопроект о політичних партіях. Ну, законопроект, черт с ним, речь о конституционной больше реформе. Суть чего в чем? То есть, понятно, Путину уже тоже Лукашенко как бы поднадоел, и тема какая? Заменить единоличного, да, в чем работать может быть сложнее, на некий коллективный орган партийный, который будет иметь влияние. Понятно, россияне могут выдержать, сейчас, допустим, партия какая-нибудь любая будет не поддержана, дальше год, два, три, россияне умеют ждать. У них стратегическое мышление, это у нас выживание одним днем, поэтому они будут побеждать, пока мы не научимся думать хотя бы десятилетием. Вот, то есть дадут какую-то, создадут партию, под нее поддержку сделают, денежки под нее выделят, ну, не прямым, конечно, финансированием, там, а соцгарантии там какие-то, да, повестка у нее будет обычная социальная, не там интеграция с Россией. Эта партия нарастает, обрастает популярностью, а дальше ж лидера можно крутить как угодно, партия-то остается, и вот эта партия будет, по сути, стимулировать к тому, чтобы еще больше залезть в Россию. Вот это стандартная такая тема, которая идет. И, в общем-то, видно, что и Лукашенко с ней бодается, потому что тот же пример 25 марта, когда люди почти не вышли на улицу, он же почувствовал себя победителем, и все, тема, во вторник он, по-моему, выступал, и тема партийной там реформы в Конституции, она заглохла, там дальше другие темы были. Но мы еще услышим об этом, когда снова там Владимир Владимирович его поднажмет, там, снова услышим про партии, это будет чехарда еще. Так вот, этот декрет, вот эти вот запрет политических партий, он как раз-таки на вот этот чрезвычайный период может блокировать в том числе вот такую пророссийскую партию, если он будет вынужден ее создать. Вот. Понятно, что вот эти фрики там какую-то сейчас партию завернули, ее никто не будет поддерживать, это просто тест, я даже не знаю, то есть на это обращать внимание. Я речь веду о какой-то партии, так скажем, значимой, серьезной. Вот. И этот декрет позволяет вот как раз-таки частично блокировать вот такое влияние российское через парторганы. На вот этот период до выбора, по крайней мере, президента. Дальше там уже второй нюанс. Ну, таким чынам будзем чакаць, ці будзе працяг ввогуле гэтай тэмы, калі нічога не заўважым, то отрывается, как вы написали. Тема, если говорить как с точки зрения юридической, государственной, действительно, безопасности, тема действительно важная. Что делать, если первое лицо, вот, ну, в том числе, как я говорю, в заложниках? То есть об этом даже вообще не подумали, и у нас это действительно зияющая дыра в законодательстве, вот, которую надо упразднять. Со смертью все понятно, тут проблем нет. Непонятно вот в таком случае, в случае захвата заложником на длительное время. Вот, то есть, если, конечно, над этим будут работать, создадут законы, ну, молодцы, тогда это правильно, как бы, да, это работа совбеза, это действительно важно, нужно. Вот, если этого не будет, ну, то есть, это так вот, тест общественного мнения, тест своей, так скажем, клики как-то и заболтать там тему. То есть вот этих всяких набросов про покушения, такие декреты мы будем слышать, увы, часто и с периодичностью неделя-две, потому что Лукашенко фактически-то нечего предложить народу, поэтому нужно всегда отвлекающие эмоциональные факторы. Вот. И это будет продолжаться. По-другому уже не видно, в общем, с чего. Добра, спадар Егор, хацеў бы з вами закрануць яшчэ одну тэму. Яна, праўда, не вельмі такая новая, некалькі там нават тыдзень, можа, ці больш таму вы звярталіся у архіў кінафотадакументаў і прасілі прадаставіць вам фота ці кінадакументы, дзе было бачна, як пад калабаранты там, ці як іх назваць іншага, пад чырвона-белымі сцягамі паляць беларускія вёскі, ці расстрэльваюць беларусаў, ці яшчэ якім чынам здзейнічаюць. Вам адказалі, што няма такіх дакументаў. Але дзяржпрапаганда как бы не писала у архіў, але раскручивая гэтую тэму. Нейкім чынам, вот
зараз пайшла ўвогуле такая, ну как бы так, подозренні, что зараз дзе-нибудь на раскопках спаленай вёскі, да, дзе-нибудь там ці месца таких катаванняў знойдуць бел-чырвоны-белы сцяг раптоўна. Як вы оцениваете, наколькі все-таки это вероятно? Ну, смотрите, начнем сначала. Вот возвращаясь там на минут 5 назад разговора про идеологическую составляющую патриотизма. Когда-то Зайц, да, на то время госсекретарь Совета Безопасности, вот он говорил там в статье в Советской Беларуси, почему тема вот Великой Отечественной войны выбрана как вот фундамент идеологии. Что да, эта тема среди исторических периодов различных находит объединяющий фактор Беларуси. Ну, так оно и есть, само собой. В принципе, у всех достаточно однозначное восприятие. Ну, с некоторыми, там, скажем, нюансами, но тем не менее, да. И все. То есть вот это был флагман на чем... Ну плюс вторая часть, это, конечно, завязка с Россией. Почему Лукашенко выбрал? Потому что, ну, мы вместе, и сейчас же то же самое, мы там Западу противостоим вместе и так далее. Там фашисты, раз немцы, и наоборот. Соответственно, это был фундамент. Но фундамент хорошо, можно использовать, когда ты строишь дом. Когда ты дом не строишь, этот фундамент остается, это просто голый бетон, ни о чем. И само собой, что он плесневеет, деградирует и так далее. То, что мы сейчас и созерцаем. То есть у Лукашенко нет своей идеологии. Остался только вот этот подмурок, который заплесневел сейчас и прочее, условно говоря. То есть они своими вот этими действиями, да, фактически нивелируют вот победу. То есть это действительно становится победобесием, каким-то цирком. Не день памяти, не действительно уважение к ветеранам толковое там, и так далее. Это просто действительно выглядит как какой-то цирк дежурный. Что даже в некоторых районах там мероприятия проводились 10 минут. Ну, вот собрались, 10 минут отметились, до свидания, всем спасибо. Конечно, это, ну, как это можно назвать хорошим? Да ничего подобного, это не улучшает ситуацию с патриотизмом, наоборот, ухудшает. Так вот, и получается сейчас, когда нужно находить какое-то идеологическое противостояние своими оппонентами, скажем так, да, с народом, то на чем его можно найти? На каких-то ценностях, так ты их не сформировал. Какие-то базовые ценности, так они все воспринимаются у нас в народе одинаково. То есть остается только мотивировать, вот, что вы фашисты, да, не мы фашисты, а вы фашисты, ну, либо наоборот там. Вот. И это становится критически важным. Завязать весь дискурс с оппонентами на вот этот фундамент. И привязать, опять же, снова вернулся к 90-м годам, БЧБ — это фашисты. Вот, поэтому это столь критически важная для них тема вот этого бело-красного-белого подвязать под именно как коллаборационисты, убийцы там белорусов, нацисты и так далее. Почему? Тут здесь как бы логика не работает. Здесь просто нужно слушателя привязать к тому, что ему в долгие годы было понятно, что да, убийцы белорусов, там Вторая мировая, это все плохо, 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 а значит, раз вы там, ну это маячок, создание маячка, так скажем, БЧБ, как фактора Второй мировой войны и убийства, соответственно, под этим флагом. То есть это привязка прошлого для современного дискурса, так скажем. Потому что ничего другого, еще раз повторюсь, он противопоставить не может абсолютно. Ни экономика, ни социальное развитие, ни духовное, ни культурное, ничего фактически. По крайней мере, не больше, чем могут предложить оппоненты. Соответственно, да, возникает вопрос, как это сделать. В работу включается массированная пропаганда. Значит, то, что я написал в этот архив, это же, конечно, если там нет этих документов, совсем не означает, что их нет вообще исключительно, да, но суть в том, что их нет. Как бы это было понятно еще до посылки, потому что если бы они были, мы бы все их видели там минимум 5 минут в день, каждый день, правильно? Но их мы не видим. Значит, что показывает пропаганда? Классика. Это там белорусская самопомощь, союз молоди, которые с БЧБ там, флагом ходят под портретами Гитлера, который рисовал тот, который нарисовал красно-зеленый флаг. Да? То есть так, суть в том, если уже говорить как есть, допустим, 13-й батальон СД, который, ну, известно, да, у них были шевроны, но не повязки, как там подают, да, БЧБ повязка. Нет, у них был шеврон, как у всех, собственно говоря, военных, то есть на белом фоне красная полоска вертикально, либо горизонтально, и кокарда, это, погоня. Соответственно, да, было. Есть, так скажем, свидетельство, не свидетельство, документально, что они, да, расстреляли в Тростенце и прочее. Но, опять же, тут два фактора. Они это действовали по приказу командира батальона белоруса, либо все-таки немца и часть состава задействовали. То есть это было, как сказать, то есть вот здесь проявляется, это действительно была политика, вот, условно говоря, белорусов того времени, которые остались при оккупации по знищенню там своего власного народу. Тех это было просто так, там, некая недоречность. Вот, шли немцы, взяли там 3 человек с батальона, пошли расстреляем там 1000, условно говоря. Это второй факт. Ну, само собой, это плохо, я же не говорю, это, конечно, плохо.
Значит, тут вторая часть, что они участвовали в противопартизанских операциях. Здесь другой совсем аспект. Это все-таки, как сказать, это тоже плохо, убивали белорусов, но это уже получается не геноцид, это военные операции. У нас, к сожалению, в Беларуси во многом можно сказать, что от наполеонская война, Первая мировая, ну, первая даже меньше, наверное, хотя тоже частично. Вторая мировая война частично проходили не только как война вот глобальная, но и как гражданская война под оккупацией, к сожалению. То есть наполеоновские войны воевали белорусы против белорусов, одни за Наполеона, одни за царскую Россию. Во Второй мировой воевали белорусы, одни там, условно говоря, за Гитлера, либо там просто за Беларусь, но под оккупацией Гитлера, против всех, кто за Советы, к сожалению. Ну, то же самое с польской войны. Вот это судьба наша такая, к сожалению, с которой надо выбираться, поэтому я говорю о стратегическом мышлении, а не выживании сегодняшним днем. И вот что получается. То есть, да, есть вот этот батальон 13 СД, который свидетельствует, в котором действительно была вот эта символика. Но тут же надо понять, они не придумали эту символику. Почему можно запрещать красное знамя с белым кругом и со свастикой? Это нарисовал Гитлер. Это флаг Гитлера, соответственно, кто использует, это флаг гитлеровцев. Но эти ребята, они не нарисовали БЧБ флаг, правильно? Они просто использовали. Так использовать можно что угодно. Я же говорю, любую хорошую вещь можно во зло использовать. Може, пригадаем те ж самые батальоны Власова, які под триколорами тут белорусов конкретно знищали. Да, и это то же самое. Само собой, да, это же понятно, что какой флаг было использовать тем, который хотел здесь восстановить Беларусь. Да, можно говорить о их наитии, что они допустим, при Гитлере хотели восстановить Беларусь и наивно полагали, что им это удастся. Ну, допустим, за наитие все-таки это не преступление. Преступление — это расстрелы, да. Это отдельная тема. То есть, да, какой можно было брать флаг на то время для того, чтобы делать национальное государство? Только БЧБ. Потому что был советский флаг, если брать, это был обычно красное знамя. И когда там Караник, по-моему, тут заявил на днях, что Берлин освобождали под красно-зеленым флагом, да, ну это же, да, глубинное понимание истории. Берлин на то время был флаг обычно красный СБССР, да и то никто в военных действиях участвовали просто под красным знаменем, серпом и молотом в лучшем случае. Вот, поэтому какой нужно брал флаг? Только национальный, как Руа брал национальный, потому что хотели освобождать Россию, как у французов режим Виши был сине-бело-красный. Это же нормально, как бы. Вот. Другое дело, что под этим их флагами кто делает, так, ну, тут само собой. Я же говорю, там, Ковалев, Коновалов, они в БРСМе были, так давайте тогда и БРСМ запретим. Ну, террористы, да, вот откуда они вышли с БРСМ. Ну, давайте запрещать БРСМ, правильно, и всех флаги их. Вот ровно та же логика. То есть они же не придумали это. И сейчас отсылка идет у тех, кто за бело-красно-бело, не поддержать фашизм, как наоборот, предотвратить эти античеловеческие режимы, которые подавляется все человеческое, собственно говоря. В это суть. Но повторю, что пропаганда по-другому уже не сможет сделать, потому что она снова свела, ну или даже сами люди свелись, получается, к отождествлению с национальным флагом, как бело-красно-белым компоненты. Соответственно, как против них работать, это только навесить вот такой ярлык негатива. И наилучшее навешивание — это как раз-таки с привязкой к тому, что действительно для всех хорошо воспринимается. Это Вторая мировая война, которая действительно воспринимается всеми белорусами как действительно очень серьезное горе для страны. Вот. И здесь, конечно, если вот этот ярлык постоянно системно навязывать, как Лукашенко делал все вот эти годы, то, конечно, да, это будет работать на определенной части народонаселения, но с учетом того, что там внимание к телевизору и прочее упадает, то это фактически сохранится только у адептов. У молодых это вряд ли сохранится. Вот. Привязывание БЧБ к нацистам. Да, конечно, 13-й батальон СД считается, что это такие хорошие ребята. Нельзя ни в коем случае, да. Вот. Но это не повод и того, что из-за одного батальона, который использовал символику, подчеркну, а не сам придумал, да, ее, просто-напросто запрещать как флаг национальный или привязывать его к фашистам. Но это, в принципе, даже по количественно-качественным принципам, ну, неправильно. Вот. Касательно действий прокуратуры, ну, я говорю, как я прикалываюсь, получается, что в отношении Генеральной прокуратуры, в принципе, можно возбуждать уголовное действие дело за преступное бездействие. Ведь раньше были, когда живы еще, допустим, 20 лет назад, ну, участников было существенно больше, никаких дел не возбуждалось, правильно? А сейчас решили возбудить, когда там сколько, 3300 ветеранов, по-моему, осталось, да и то там разобраться еще, насколько они там участники действительно активных боевых действий, а если это военнослужащие, то на оккупированной территории они только проходили, то есть получается сейчас формально, если говорить за пропаганду, можно сделать что? Найти двух бабушек-дедушек, условно говоря, которые подтвердят, ну или скажут точнее, что да, вот,
вот, там, помни, была повязка БЧБ, да, вот они расстреливали, и все. И в чем суть? Что через год-два, к большому сожалению, эта бабушка умрет, и просто-напросто перепроверить ее слова уже не будет возможности. То есть даже формально бабушку можно просто придумать, если на то пошло. Вот. Найти что-то в могилах просто смешно, условно говоря. Кто там что-то оставит полицаи кокарду свою, что ли? Там найдут это состаря сейчас БЧБ кокарду, ну, тоже как-то смешновато, честно говоря. Или шеврончик там кто-то бросит. Вот. По раскопкам могил, ну, давно же они у нас идут. То есть это надо придумать. Сейчас идет в Логойском районе, как бы. Там тоже еще предыстория, почему в Логойском, как бы, есть родственные связи генпрокурора, так скажем, с руководством того района. Ну, это ладно, это отдельная тема. То, что там копают, подбираясь, условно говоря, к кладбищу, ну, место захоронения, вот в моем родном Смолевическом районе, да, убивали, массово убивали, как и везде по Беларуси, собственно говоря. Это, по сути, если вне концлагерей, я имею в виду, это первый год. То есть вот за первый год, еще 41-й, вот у нас около 3300 евреев расстреляли. Эти два места захоронения вполне известны, то есть там проводились раскопки, приезжали из еврейских организаций, то есть все известно, никаких ничего не накапано. Значит, нужно найти что? Какую-то, ну, такую типа могилку, которую никто не знает, потому что в которых знают, да, где массовые эти, они же все более-менее известны. То есть найти, где там 20 человек, условно говоря, расстреляно, которых, ну да, есть, но которые просто не раскапывали, потому что, ну, не видят смысла, наверное, или ресурсов не хватает. И что-то на этом деле состряпать, да. Потому что о геноциде народа, ну, так свидетельств еще с советской прокуратуры, если взять, их предостаточно. То есть зачем городить огород? Что был геноцид белорусского народа, конечно, был, кто отрицать будет. Смешно и неудобно. Принимали участие в этом белорусы? Да, принимали, тоже как бы отрицать глупо. Были, ну, вопрос в какой степени только, да, были же полицаи там, были тот же упомянутый 13-й батальон СД, но были, как бы тоже известно, да, есть свидетельства, что вы там новые свидетельства накопаете по опросу, да смешно. Ну, простите, люди, которым 94 года и которые 20 лет живут при вот этой пропаганде Лукашенко, они даже воспоминания будут сейчас подстраивать психологически, я не говорю, что это вранье, это стандартное человека мышление, то есть ты свои воспоминания все равно подстраиваешь под текущий момент. И человек помнит не события, а воспоминания последнего события, так скажем, обычные психологические факторы. То есть, и, конечно, могут бабушка, дедушка сказать в старости, что да, действительно, ну, что-то такое, наверное, было. Кто его ведает, там, что было, да. Но, опять же, речь о том, что повязок-то не было БЧБ, да. Повязки были классические белые, либо белая полицай, либо там еще пару надписей. А были только шевроны. Вот в чем... мне же там в Фейсбуке прислали одни, где там, да, конвоируют двое, значит, и повязка как бы вроде как видно типа БЧБ. Хотя там, если контраст, яркость подправить, там видно детализация, либо замазана, либо буквы идут. То есть повязки не носили БЧБ, носили шевроны. Вот в чем, опять же, такая подмена понятий. Полицаи носили повязки, известно, у меня по бабушке то же самое, 2 пьяных полицая стреляли по дому, когда они с детем были. Ну, обычно это же все известно, никто их не обожествляет, не воскрешает их память, как пропаганда пытается подать, ничего подобного. То есть это, понятно, ну, нехорошие люди, как бы цензурно выражаясь. Вот. Но, то есть, факт геноцида, конечно, есть. Зачем сейчас придумать? Ну, калі уже говорить про факты геноцида белорусского народа, то я думаю, что генпрокуратура варта было б звярнуцца і да перыяду 30-х гадоў мінулага стагоддзя, да, дзе под чырвонымі сцягамі канкрэтна знішчалі беларускі народ. Але, спадар Егор, на жаль, трэба закругляцца нам. На заканчэнне я хацеў бы да вас, каб вы, можа быць, зрабілі чарговае сваё такое прогноз, прадказання. Вы тады шакавалі публіку, калі за некалькі дзён прадказалі, што зараз такое раскруцяць покушэнне на Лукашенку там ці кагосьці з іншых. Так і здарылася. Якого развіцця падзей ну, вы чакаеце? Пока вот то, что я сказал, это непрерывный вот такой вот эмоциональные всякие закидоны в пределах недели-два. Покушение там, ну, я не знаю, что можно придумать что угодно, там какие-то большие кражи, там новые факты, там какие-нибудь олигархи там российские задействованы. То есть всегда должна быть, ну, в пропаганде такой ничего другого не остается, как всегда шокирующие эмоциональные факторы, которые будут отвлекать от действительности людей. Вот это то, что будет. Как это детализировано будет, ну, я не бабка Ванга. Да и так, как бы там иносказательно говорил.
Зразумела. Ну, ідзем па шляху донецкага распятага хлопчыка. Там... Фактически да, так это, к большому сожалению, работает, но единственное, что говорю, снижение фактора доверия вот этим масс-пропаганде, ТВ даже сами же признали, что с 40 до 43% там, по-моему, доверия к телевидению там в госпрограмме СМИ развития до 2025 года, то есть сами даже признают. То есть, конечно, это падает, и это хорошо. Но все же надо признать, что да, вот эти эмоциональные закидоны, они, к сожалению, работают на массы. Дякую вялікі. Военный эксперт Егор Лебядок, Зміцер Лукашук у сумесным проекте Еврорадио Е-промовы. Слухайте и глядите нас.